Добрый день. Добрый день. Очень рада вас видеть у нас в Окипрессе и поговорить про такие злободневные экологические проблемы, которые наша редакция уже поднимает в последнее время. Конечно, это сейчас и смог, это как тема номер один, особенно здесь, в Бишкеке, да. Но так бы хотелось бы еще поговорить про другие проекты, например, недавно вас провели экспертом в проект про экологическую карту. Не могли бы чуть подробнее рассказать про эту инициативу? Спасибо. Спасибо за приглашение в Окипресс. Я и мой друг, коллега, напарник Улат Ушаков были привлечены в качестве экспертов в этот проект экологической карты Кыргызстана, EcoMap KG. И, в принципе, я получаю такое вот удовлетворение от выполнения, от реализации этого проекта. Почему? Потому что в течение 16 лет я занимаюсь экологией. Это, вот, как будем говорить, моя тема, очень близка мне. И интересно то, что мне известны многие объекты, которые вот сейчас мы наносим на эту экологическую карту Кыргызстана. Чем интересно и, думаю, полезна эта карта для нас, для нашего общества, мы наносим в буквальном смысле на карту объекты, то есть обращаем внимание на те объекты, которыми нужно заниматься, которые где-то, там есть такие объекты, которые законсервированы еще в советское время, многие подзабыты, многие объекты в таком, будем говорить, плачевном состоянии, то есть где-то нужна рекультивация, где-то нужна перезахоронение, где-то нужна, значит, консервация, то есть такое, будем говорить, карта помогает держать руку на пульсе экологического состояния нашего Кыргызстана. Но если вот более подробно, если говорить о объектах, будем говорить, еще прошлого века, многим даже и неизвестно, что у нас, ну, к сожалению, так сложилось исторически, есть и очень много могильников. Могильники, так называемые могильники ядохимикатов, в основном пестицидов. Эта тема такая очень трепещущая. Где-то она очень остро стоит, и, может быть, и где-то и были какие-то такие пути консервации, захоронения, но наша работа и последние, будем говорить, наши посещения этих объектов, иногда приходим к такому результату плачевному, потому что видим, что консервация произведена некачественно, может быть, давно. Это только, я веду речь о пестицидах, о ядохимикатах. Еще большую опасность представляют так называемые скотомогильники. Могильники, где были захоронены животные со спорами сибирской язвы. И вот, представляете, население растет, прибавляется, населенные пункты увеличиваются. И вот один из таких скотомогильников, он практически сейчас оказался в черте населенного пункта, ну, более конкретно, это село Авлитым в Аксийском районе. Получается, прямо на окраине села сегодня находится такой вот могильник с сибирской язвой. И буквально еще метров 200-300 по руслу реки Авлитым, недалеко вот прямо от русла, второй могильник. Ну, то есть я к чему вот эту тему поднимаю. Да, консервация произведена, но я думаю, сейчас пришло время обратить внимание и, может быть, делать какой-то новый проект непосредственно и более укреплять. Значит, все-таки за столько лет вода русла реки меняется, и могут быть какие-то подмывы, и не дай бог такие, сносить в эту реку. Это, кстати, река впадает далее в Нарын, это трансграничная река, понимаете. Да? В общем, такая проблема, которую надо знать и что-то делать. Каким образом вы получаете информацию, чтобы наносить это все на карту? В течение, говорю, последних 15-16 лет я занимаюсь экологией. Правда, у меня в основном я делаю акцент на Западный Тянь-Шань. Там у меня такой свой проект работает, ТО «Калкан», Щитгор. Я организую джаматы из местного населения по охране своих регионов. То есть эти регионы, эти области, районы нам знакомы, у нас там команда.
Ну и, допустим, если взять Жалобатскую область, я около 3 лет руководил экологической службой области, то есть вот эти объекты мне знакомы. Ну, очень много лет я являюсь тренером, экспертом по Орхусской конвенции. И поэтому юг, будем говорить, юг и Талас, это моя малая родина, мне знакомы. Так, такая же ситуация по, в принципе, северу, по Нарынской и Сокульской областях. Значит, во-первых, общее знание экологических проблем, во-вторых, средства массовой информации, интернет. Ну и очень большую помощь нам оказывают наши, будем говорить, экоактивисты на местах. То есть люди, с которыми мы знакомы давно, многие из них являются членами нашего общественного экологического движения «Экостан». И значит, поступает сигнал от них, на местах они могут нас встретить, сопроводить и показать вот эти проблемные места. То есть это больше всего вы рассчитываете на носителей информации, это экоактивистов? Да, в основном, да. Может быть, даже какие-то старожилы, да? Да, я вот могу прям непосредственно пример и уже рассказать о пользе, которую приносит наш проект, как пример. Допустим, в октябре, по-моему, месяце, по сигналу местных жителей города Токмок, мы, выявили рубку леса, прям непосредственно, это Чуйское лесоохотничье хозяйство, так называется, Чуйский лесхоз, будем говорить. И рубка более гектара, к сожалению, эта рубка была такой сплошной. Это было по сигналу местных жителей, наших экоактивистов. Мы сделали репортаж, сняли фото-видеоматериал, передали в Чуй-Бишкекское территориальное управление охраны окружающей среды. Там состоялся технический совет, на который были приглашены, я присутствовал. И по результатам этого, так сказать, по решению техсовета, руководство этого лесхоза сегодня, значит, отстраняется от должности. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что вот это один случай, он обнажил очень большую проблему вообще по отношению к лесу, знаменитому, будем говорить, лесу, там, заказнику, знаете, да, еще очень много лет, там и фазанарий был прекрасный. Дело в том, что там идет массовое, будем говорить, обустройство прудов, форелевых прудов для рыбы, и под этим предлогом допустим, на тот момент, когда был техсовет, если мне не изменяет память, оказалось, что 42 заявления лежало в управлении, чтобы получить участок. Представляете, это сколько уже взято, и еще 42. То есть это берется там на 5 лет, потом пролонгация. Это, представляете, мы просто отдаем лес. Хорошо, я понимаю, просто пришел и на открытом пространстве, где позволяет, сделал пруд и разводи рыбу. Нет же. Как делается? Делается специально, отводят воду, там где-то в каком-то месте идет заболачивание. Это, знаете, это проблема большая в Токмаке, там подъем грунтовых вод. Где-то, наоборот, идет, значит, уходит вода. И самая главная проблема, что рубится лес, он уничтожается на корню и освобождается, так сказать, место для будущих прудов. И опять же, не только пруды, как пруды для разведения рыбы, а вообще-то делаются такие рекреационные зоны для отдыха, там кафе строят, какие-то, дачи. Я и на этом техсовете сказал, почему нельзя, вот если люди хотят заниматься этим, ради бога, сколько у нас даже в том районе Токмака прекрасные ущелья, прекрасные реки, там Шамши, Кегеты и так далее. То есть можно выходить и в руслах этих рек, облагораживать, пусть сажают там лес, восстанавливают или сажают новый, пусть делают пруды, вода позволяет. Почему-то все хотят ближе к городу, где коммуникации, и будет, наверное, больше наплыв туристов. Вот такая проблема есть. Среди деревьев это еще и более привлекательно же. Да, тень и так далее. Вот вы сказали про то, что вы как бы с местным населением, вы пытаетесь там сохранить экологию, создаете организации Джаамата. Вот мне бы хотелось узнать, как сейчас в целом отношение местных сообществ к экологии? Есть какое-нибудь экологическое сознание, растет ли она, или все-таки экономика берет верх? Знаете, в 2008 году я учредил первое такое общественное объединение. В принципе, тогда еще я не знал, что мы хотим делать, но тем не менее учредил фонд развития Чаткала. Это общественное объединение, он до сих пор существует, правда, я передал сейчас местным ребятам. И тогда мы задачи ставили вообще, будем говорить,
оживить работу и не только экологическую, вообще экономическую, социальную в Чаткальском районе. И впервые в том же 2008 году при поддержке объединения «Древо жизни», экологическое наше движение, Калия Сатбаевна Молдагазиева, Чанара Сейдахматова, я пригласил их, и в далеком Чаткале они провели впервые, значит, общественное слушание по инициативе прозрачных добывающих отраслей, и ПДО. Это такая инициатива, членом которой является Кыргызстан. И вот с тех пор пошел отсчет, будем говорить, роста активности, как вы говорите, экологической. И на сегодня, ну, к сожалению, может быть, не те результаты, но именно в плане роста, будем говорить, сознания, отношения к экологии, в этом плане, ну, есть рост, это я могу сказать однозначно, потому что затем стал организовывать, у нас учрежден общественное объединение в Каракулже, Тавышской области, в Аксийском районе, в Таласской области. Да, я могу однозначно сказать, заявить и даже доказать, что результаты активности сегодня налицо. То есть я могу смело сказать, ну, кто бы захотел, давайте поедем, и мы сможем продемонстрировать результаты. То есть в реальной ситуации показать, допустим, козерогов, других животных, допустим, результат двухгодичной охраны ущелья урочища Кумиштак в Таласе, в Бакатинском районе, откуда я родом. 2 года поохраняли, ставили ловушки при помощи фонда Эльбирс, и результат мы сняли впервые на Западном Тяньшане барса на фотоловушку, и сегодня там же ведем активную работу. И такая ситуация практически везде, где есть такие джаматы. Есть такие джаматы, потому что эти джаматы, так называемые, по охране своего региона, они базируются, там костяк составляют, я не скрываю этого никогда, бывшие браконьеры. Ибо никто, как браконьеры, не знает местности. Ну, это естественно. Да, это и чувство патриотизма довольно высокое. И поэтому вот это позволяет, да, обязательно совместно с представителями госорганов, с Департаментом охраны окружающей среды, там сейчас это называется сохранение биоразнообразия, ОПТ, да, на основании договора вместе охранять. Ну, к сожалению, надо отметить, я бы призвал представителей этих госорганов идти навстречу нам. Мы ничего не просим, никаких материальных выгод, никаких там таких моментов. Мы просто предлагаем свои услуги, давайте вместе охранять. А для этого что надо? Чтобы был допуск на эту территорию, нужен какой-то договор и обязательно совместное патрулирование. А результат будет, есть и будет. Я думаю, вам, наверное, часто приходится сталкиваться, когда убеждаете население, что все-таки на природе можно заработать, на сохранении природы можно заработать, даже можно больше заработать, да, там, чем на других экономических активностях. Ну, в первую очередь, это, конечно, туризм. Вот как относятся к этому люди? Удается ли вам убедить их? Вы задаете вопросы, как будто читаете мои мысли. Позавчера у меня вот встреча, сперва был, да, ну, поговорили про именно туризм, развитие туризма, и немножко даже поспорили, и мне пришлось сделать выкладку, сейчас я просто, у меня все в памяти, то есть арифметика, простая, хорошая арифметика. 5 лет назад, вот это будет 6-й год, прошлый год у нас выпал, мы впервые сделали туры, вот именно нашим объединением, значит, привлек ребят с нашего общественного объединения Джамат Аланто в Аксийском районе, это Аулетим, это рядом с Арычеликом. И вот в течение 4 лет практически 2-3 даже тура за лето, 10-дневные конные маршруты мы проводили с, в основном это Швейцария, какой-то год подключились голландцы, немцы. Ну что я хочу сказать, значит, в 2 словах. Первый год нам было очень сложно это сделать, там же в основном конный тур, допустим, если там приехало 10 человек, то нам надо где-то 15 лошадей для проводников, там, для вьючных лошадей. Да, первый год с осторожностью, с опаской нам предоставили лошадей, там, ну, было сложно. Потом, когда тур состоялся, мы приехали, рассчитались, то есть следующий год уже выстроилась очередь, это было просто приятно, что давайте возьмите мою лошадь, да, возьмите моих ребят. И потом практически пришлось сделать очередность, завести журнал. В этом году мы брали, там, допустим, у того лошадь и привлекали проводники этих ребят. И чтобы было так, ну, будем говорить, демократично и справедливо, сегодня ребята по очереди выходят в горы на этот 10-дневный конный маршрут. И вот теперь арифметика. За каждую лошадь за 10 дней мы платим по 1000 сом, это 10 000 сом. Если это 15 или 17 лошадей с одного аила, представляете, 170 000 за 10 дней.
То есть та же лошадь, которая там где-то у него в стойле стоит, она приносит ему прибыль. И надо обязательно отметить, что вот это наши конные туры, они никогда вот, это не какая-то там охота, это там не какой-то экстрим такой, да. То есть лошади, у нас правило, не более 6 часов в день, допустим, 3 часа до обеда, 3 часа после обеда, то есть лошадь не эксплуатируется. Представляете, джайло, горы, лошадь приходит прям такая свежая, крепкая, то есть это приятно и владельцу. Плюс ребята-проводники получают у нас тоже не 1000 сом, как где-то, не знаю, в других, мы платим по 1500 сом в день, и вот считайте 15 000 сом, плюс его лошадь, человек зарабатывает за эти 10 дней. Ну и также обычно берем в повара семейную пару, которая готовит, ну, то есть считайте 4 человека по 15 000 сом, это тоже как, очень хороший такой, да, чувствительная такой вот добавка к семейному бюджету в Аилах. И вот эта тема у нас очень хорошо сейчас раскрутилась, но, говорю, к сожалению, прошлый год он выпал у всех, и буквально вот после нашей встречи я иду уже тоже приглашен на встречу туроператоров, тут они пригласили, чтобы там рассказать про наши туры. Отработано очень много маршрутов, и все отрабатывается, вот вы говорите об сознании, об экологической активности и интерес туризма. То есть везде мы основываемся на местных, будем говорить, командах, что обязательно с привлечением местных ребят в туризме. А туризм, ну это просто, я бы мог сделать какие-то выкладки, но туризм это наше будущее, это однозначно. Это однозначно. Я только сейчас рассказываю про один участок, это у нас, будем говорить, Авлетим, Сарычелек, Скала Ходжаджаша, Чаткал и Талас. Вот этот круг по западному Тяньшаню, ну, это только один маршрут, а их у нас, ну, практически каждое ущелье Кыргызстана это маршрут. Я уже сейчас даже не говорю про исторические объекты, про сакральные объекты, про этнотуризм, про агротуризм. То есть любой вид туризма в Кыргызстане он имеет место и должен развиваться. В общем, убедить население, что нужно сохранить природу, не так-то сложно. В принципе, нужно просто показать, как на этом можно заработать. Да. Вот следующий такой вот вопрос, тоже кажется актуальным. Вот вам, как такому экологу, который не сидит там, скажем, в правительстве, там не имеет каких-то, не лоббирует правительство какие-то экологические потоки. Вот что вам известно про финансирование со стороны правительства? Какие фонды там аккумулируются, какие вот Кумтор нам выделял, да, там, по-моему, только в прошлом году там 56 миллионов долларов, 57 миллионов долларов. Как они вообще расходуются, кто за ними смотрит? Известно ли вам что-нибудь об этом? Сыпнули такой вот прям горсть соли на рану, да? Знаете, вот не менее, по-моему, 2 миллиардов долларов за 29 лет пришло, да, вот в систему охраны окружающей среды. По-моему, так, ну, может быть, где-то больше, меньше. Да, большие цифры. Да, и вот, ну, давайте вот возьмем вот эти вот 57 миллионов, да? Что такое 57 миллионов для сравнения? Вот сегодня нашему объединению, сейчас это вчерашние прям выкладки в Каракулже, мы в течение 6 лет уже взяли 110 гектаров земли, подверженной деградации, эрозии, и восстанавливаем там лес своими силами. Вы понимаете, там Малджеп, Хойду, Тевелев, Кетты, Скот и так далее. 6 лет у нас ушло на, будем говорить, только на работу над сознанием местных жителей, когда там были стычки, непонятки, конфликты. То есть мы объясняли, ребята, все, стоп, давайте выгоняйте скот на дальние пастбища. Это присельные, оставим в покое, потому что все, дошли до предела, тут эрозия, рушится все, обвалы. И вот сегодня мы можем сказать, что мы сегодня с людьми нашли общий язык, они нас поняли, потому что они посмотрели, что мы действительно охраняем, восстанавливаем лес как можем, своими силами. И вот сегодня мы пришли к тому моменту, что этой весной, кстати, мы провели воду за 3600 метров, протянули своими силами трубы, есть вода, готовы поливать. Но теперь нужно ограждать. И вчера мы считали 450 тысяч, 500 тысяч сомов нам нужно для ограждения, и чтобы уже сделать там такой небольшой органический участок, мы думаем делать органическое производство. Да, у нас есть уже там посадки интересные. И вот что такое, это где-то 8, наверное, тысяч долларов, да, и 57 миллионов долларов выделенных.
И самое, ну, конечно, самое неприятное, самое такое вот, куда они деваются, куда они делись и где они, это огромные деньги. Там я не говорю про все это, давайте вот, если правильно распределить, раздать, пусть там же, на Иссык-Куле вот эти деньги правильно, то, вот, я уже сейчас сказал, да, вот сегодня, вот как, помните, было, Шуре Балагану задают вопрос, сколько вам надо, Шура, для счастья, да, и он там говорит, сколько там, 424 рубля, да, по-моему, да, и вот мы сегодня говорим, дайте нам 450 тысяч сом, и мы 110 гектаров земли прям покажем, делаем уже проект, что это будет привлекательность и экономическая, и органическая продукция там у нас должна пойти. Ну, я надеюсь, мы сами сделаем, но я делаю все сравнение. То есть, и много лет я ставлю вопрос, мои коллеги часто обижаются, и сейчас вот у нас идут в интернете такие вот, будем говорить, споры. Я говорю, ребята, дайте отчет. Ну, я понимаю, что нету там такого, что подотчетность, если получил международный грант, да, как его расценивать, это проблема этого донора, да, наверное, что он дал деньги, перед ним отчитались, и все. Но тем не менее, дайте хотя бы, ну, вот говорю, к примеру, ежегодно в течение последних 10 лет Госагентство охраны окружающей среды лесного хозяйства дает отчет за там, международные эти донорские средства, за бюджет, счет бюджета. Посадили 1000 или порядка 1200 гектаров леса. Я хорошо знаю эту тему, понимаете, я там, ну, последние годы я все время там. Я не вижу, это за 10 лет это должно было, ну, не знаю, там, ну, джунгли не джунгли, это должен быть лес. Его нету, особенно на юге, где у нас великие, будем говорить, наши, пока еще сохранившиеся, но уже исчезающие реликтовые леса, орехоплодные леса. Ну, там нету новых лесов, там нету подлеска, там идет только уменьшение лесной площади. Где, ребята, где этот лес, соответственно, где эти деньги? Да, я спрашиваю своих коллег, которые там работают, в каждом лесхозе, ну, может быть, и там мои, будем говорить, бывшие подчиненные. Ну, ребята часто опускают голову, глаза и говорят, джок, потому что где-то засохло, где-то там скот потравил, ну, в общем-то, этого леса нет. И вот так вот и международные, будем говорить, донорские средства, они ходят как в песок. Еще раз хочу повторить, правильно их распределить, дайте вот общественным организациям, и мы бы показали результат. Мы бы показали результат и в плане восстановления численности поголовья животных. Вот, знаете, даже бывает, не буду сейчас говорить, что подведу ребят, что государственные там заповедники и ООПТ обращаются к нам, к общественникам, за, ну, поддержкой там, в плане, ну, помогите, пожалуйста, там, ну, с фотоловушками, допустим. Да? Или представьте, у одного из заповедников, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, нету хорошей фотокамеры. Просто нету, да? То есть им нечем снимать. Это нонсенс. Сегодня век техники, таких технологий. У ребят должны быть мощные там, подзорные трубы, мощная техника. И, ну, эта проблема есть. Ну, а деньги где? А вот такой вопрос. Как сейчас поступают средства вообще, частная международная помощь? Как она, насколько она эффективна? Также насколько мы зависим от этой помощи, по вашему мнению? Ну, я могу непосредственно, потому что я в этом плане поработал. Я являюсь автором и руководителем проекта «Реинтродукция моралов» в регионе Кыргызстана. Писалось так, но непосредственно мы в 2018 году перевезли моралов из Нарынского заповедника в Аксуйский район, лесное хозяйство Авлетим. И вот этот проект, он был как раз на частные донорские средства. Донорами там выступили Кристенсен фонд, это частный фонд американский, фонд Леонардо Ди Каприо и Общественный совет Силиконовой долины США. Ну, скорее всего, это деньги Леонардо Ди Каприо, но тем не менее, что бы хотелось сказать, мы получили 30 тысяч долларов. Отработали по бюджету, довезли моралов за 15 тысяч долларов, 2 тысячи долларов мы помогли Нарынскому заповеднику сделать загон. И 13 тысяч долларов, остаток средств мы вернули
и, кстати, впервые в истории Кыргызской республики вернули грантовые средства грантодателю. Ну, то есть это мы вернули, но это не очень хорошо в том плане, что мы не сделали проект так, как думали. Мы должны были за счет этих средств поднимать маралов на вертолете, на гору Аланто, на прекрасную гору, потому что у нас был неоднократно актировано, мы изучали эту гору, там идеальные условия для маралов. Но, к сожалению, почему-то, и до сих пор мне никто не может ответить, почему нам не позволили поднять на эту гору. Ну, мы выпустили в дикую природу, в заказник Балтыркан. Ну, это уже тема вторая. Но, тем не менее, проблема осталась в том, что фонды, которые нам от души помогли и хотели помогать, там бюджет был расписан на 3 потока. Вот это транш. Первый транш 30 тысяч, потом 33, еще раз 30, на 93 тысячи долларов. И не столько дело было в деньгах, этих средствах, а в том, что наш проект, он попал я сейчас вот цитирую, совместная программа сохранения снежного барса в Центральной Азии фонда Леонардо Ди Каприо. То есть попасть в эту программу, это большого стоило, дорогого, но мы там в то время попали, сейчас я не знаю, наверное, нас уже там нет, потому что все-таки эти фонды были не удовлетворены тем, как мы выполнили проект. Я имею в виду мы, Кыргызстан, потому что 3 года мы держали эти деньги, и только проведение там вторых Северных игр кочевников помогло нам осуществить этот проект, потому что там дали задание руководителю госагентства, чтобы он пригласил Леонардо Ди Каприо. А Леонардо Ди Каприо никогда не прилетает, не приезжает в страны, где там по приглашению там, монархов, президентов. Он прилетает туда, где работает его проект. И он мог бы приехать на этот проект, если бы мы его выполнили правильно по проекту. Мы проект не сделали до конца. Ну, а если вернуться к частным вот этим донорским средствам, вот это пример, единственный пример, который я на себе, так сказать, пережил, и он оказался не очень удачным. Сказать главную причину, почему этот проект не осуществился, как был запланирован? Потому что нам не позволили выполнить все пункты проекта. Кто не позволил? Госагентство. Госагентство охраны сельскохозяйственного хозяйства. Государство... Вы знаете, вот интересно, что, извините, тут вопрос вертолетов. Сегодня хочу, вот, пользуясь моментом, выразить благодарность нашим авиаторам. Пришел, показали вертолет, когда узнали, что это дело такое благородное. Ребята такие полковники, все, с удовольствием, говорят, мы полетим, привезем тебя, поможем. И ни одного сома они не должны были зарабатывать. Сказали, вот наш вертолет мы вкладываем. Очень хорошую помощь шаг сделал Аксай Тревел, госпожа Калашникова, тоже никакой маржи. Когда она узнала, что такой благородный, хороший проект, сказала, не, ребята, все, мы тоже сделаем. Наш вклад, то есть мы ничего не будем зарабатывать, мы предоставим у них лицензию на эти вертолеты. То есть все было готово, все шли навстречу, гора, в принципе, ждала. Гора еще интересна тем, что на ней, этого нет в Центральной Азии, может быть и в мире, на горе высотой 2000 метров останки крепости, которых я 2 года возил археологов, останки древней крепости. У нас была цель поднять туда маралов и сделать в будущем какой-то уникальнейший такой историко-экологический комплекс. Представляете, останки с древней крепости и там маралы, и, в общем, это было бы прекрасно. Но я еще не сдаюсь и думаю, все равно в будущем мы это осуществим. Госагентство хоть дало вам формальный ответ, почему оно не разрешило? Нет. Просто в последний момент, когда был подписан приказ о выдаче, то есть передаче маралов, там было указано в заказник Балтыркан, и все. И у нас уже не было возможности оспаривать, спорить, что и мы сделали так, как сделали. И все-таки проект он не сделали, осадок он и у меня, конечно, и у нашей команды, что мы не сделали так, хотелось бы. И в этом плане мы же, наверное, я думаю, потеряли инвестора, с которым могли работать многие годы по Кыргызстану. Теперь давайте вот к следующей теме, близкой к маралам, вообще к козерогам. Вы, я знаю, выступаете за мораторий на охоту на копытных. Вот как сейчас ситуация? Что вы можете привести в аргумент за вашу позицию к охотникам, у которых тоже есть своя позиция, которые утверждают, что это нанесет больше вреда, чем пользы? Вот давайте вернемся в прошлый год, в пик
будем говорить, пандемии, когда мы все оказались дома, впервые за последние, я думаю, не менее 30 лет в ущелье Абла, Харабалта, по реке Харабалта, просто любители, проезжающие по трассе Бишкек-Ош, сняли на телефон стадо козерогов. Этого не было. Действительно, я практически все эти годы на этой трассе. И они сняли, любители, то есть козероги спустились. Это о чем говорит? Режим тишины, который был, так сказать, практически во всем Кыргызстане, во всем мире, он позволил козерогам вернуться на, будем говорить, прежний ареал обитания, прежние места. То есть они там всегда были и должны были быть. Это я так к примеру. О чем это говорит? Что давайте дадим отдохнуть. Просто не будем стрелять, гонять животных, хотя бы, давайте 5 лет. Я сейчас говорю не о 10 даже годах, о которых мы просили эти годы, то есть объявление моратория. И теперь по поводу более конкретизировать, о каком моратории речь идет. В принципе, я сам бывший охотник, уже несколько лет как стал, наверное, становлюсь пацифистом. Не беру в руки оружие, пытаюсь не брать. И мы не говорим, я не говорю, что я против охоты. Охота это, наверное, самая древняя профессия, да? Это все-таки адреналин, это какое-то мужское начало, будем говорить. Охота, она всегда была, есть и будет. Ради Бога, я обращаюсь сейчас к охотникам, к ребятам, речь не идет о запрете на охоту как таковой. Если есть у вас лицензия, там называется путевки, сезоны и так далее. Ради Бога, если есть, позволяет численность кекеликов, фазанов, зайцев, ради Бога, стреляйте аккуратно, соблюдая все требования. Но сейчас мы ведем речь о моратории на парнокопытных, не будем говорить про морала, на которые запреты стрелять. Давайте возьмем хотя бы козерог и архар, да, луджа. То есть именно тех животных, которых мы уже загнали прямо в дебри. Я много лет встречаю Новый год в горах, и в этом году тоже был. И меня очень, конечно, неприятно удивило, что козероги забрались на самые вершины гор и где-то там на перевалах. Почему? Потому что прямо перед Новым годом был пик охотничьего сезона, да? Вот если 3 года по Таласской и Жалабатской области был такой локальный мораторий, был запрет на отстрел парнокопытных, и уже могли видеть, рядом, я снимал неоднократно, у меня есть фото, видео. А именно в прошлом году, в конце, когда сезон охотничий объявили, на одно урочище нашего Урмарал было выдано по линии охоты 19 путевок, это официальные статистические данные, на отстрел козерога. И представьте, изголодавшиеся по охоте охотники, любители рванулись туда все, бах-бах, перестрелки, отстрелили они 2, насколько я знаю, козерогов. Но представьте, сколько там людей было, да? 19 лицензий, это каждый раз, по 3-4 человека, и неоднократно, они же все время ездили, приехал, не отстрелял, то есть пострелял, не отстрелял, вернулся, то есть сколько было шума, столько было выстрелов, прям практически война, как мы называем, соғыс башталды, когда приезжают охотники. То есть разве будет держаться этот козерог? Он уходит дальше, под перевал, он сейчас где-то там на вершине. То есть речь идет о всего лишь 5 годах объявления моратория. Да, сейчас говорят и будут оспаривать, что да, в некоторых охотхозяйствах очень хорошее поголовье, это сыкуль, нарын. Но тут тоже надо отметить, что изначально, издревле, эти территории всегда отличались таким хорошим поголовьем вот этих животных, издревле. Плюс хорошая охрана, но надо признать, знаем, что Кумтор, там все прекрасно с животными. Плюс Сары-Чатырташский заповедник, хорошая работа. И близлежащие, да, будем говорить, соседствующие, что такое условная для животных территория, они могут заходить туда, то есть они там есть. Я тогда говорю, хорошо, там есть животные, это очень здорово, но почему, опять статистика, из, допустим, 51 или 53 охотничьих хозяйства, по-моему, 48 или 44
на Иссык-Куле и на Рыне, там, где много. А почему вот этим ребятам, владельцам этих охотничьих хозяйств, не поехать, если они так хотят, значит, сохранить природу, увеличить поголовье, не поехать где-нибудь в отдаленном на Рыне, у Баткене, Чоңалай, Алай, Каракулже, не открыть Чаткале хозяйство и не возродить там поголовье, не поработать там в этом плане. Это уже не делается. Все стремятся там, где они есть. Тоже требует денег. Это деньги, это экономика. Да. Вот что даст вот мораторий на 5 лет, по вашим подсчетам? Я думаю, тут еще очень большая такая составляющая, вот я не сказал, что все сразу говорят, если сейчас объявят мораторий, то браконьерство все равно будет продолжаться. Нет, я как человек, который буквально все время, очень часто бываю на местах, действительно, и вчера я вернулся с гор, просто могу убедительно сказать, что на местах вот эти вот активность наша, да, будем говорить, рост сознания и активность местных команд, особенно молодежи, очень приятно, она уже не позволит, браконьерам не позволяет, значит, отстреливать незаконно, делать незаконную охоту. Однозначно 5-летний мораторий даст возможность увеличить поголовье этих животных, значит, возвращение в их ареал обитания и нормализовать отношения, такое равновесие, баланс человек и природа, да? Потому что мы к этому идем, мы уже к этому пришли, сейчас надо чуть-чуть дать, расслабить, убрать стволы, перестать нажимать на курок, просто давайте дадим отдохнуть животным, просто не гонять их по горам, не стрелять их, не делать такую войну, устраивать против них. А в плане отношения, и вот многие сидя здесь, может быть, чиновники, депутаты, говорят, будут стрелять. Нет. Да, стреляют и будут стрелять, единично. Но сегодня такое вот массовое браконьерство уже нету. Вот это я хочу сказать и приглашаю, кто поехать на местах, показать, насколько это активность. Буквально вот сейчас команда сильно работает, если вот по информации в интернете, на местах хорошие команды. Вот Экотартип очень хороший, сильно набирает такой оборот. И вот я хочу сказать, что вот эти команды, это не вот какие-то там, не знаю, какие-то оголтелые там НПО, которые там выходят, там, Кыркчоро, там, комитет гражданского контроля. Нет, это ребята непосредственно работают на защиту природы. Там все четко. Вот по вашим подсчетам, какой вообще рынок у нас международной охоты? Почему он настолько привлекательный и почему параллельно лицензии наши, вообще официальная цена на наши лицензии такие дешевые, если сравнивать с тем же соседним Таджикистаном, не говоря уже про Монголию. Вот в чем причина и насколько сильна это лобби, охотничье лобби в нашей стране? Вот про силу охотничьего лобби я могу привести пример прошлого года. Очень активно в этом плане работали депутаты Токтошев Эмиль, Байпахпаев. И наша команда активистов, которые за мораторий, я уже не помню дату, я специально приехал, мы собрались в Жогорку Кенеши, потому что на следующий день должен был состояться комитет, да, за или против моратория. И пока мы сидели там в кабинете у депутата Байпахпаева, его помощники пришли такими воодушевленные, сказали, что по их подсчетам завтра, на следующий день, должны проголосовать 64 депутата за мораторий. Мы на радостях, так сказать, попили кофе, чай и разъехались. Я прямо уехал на юг, довольный. Буквально на следующий день к обеду звонок, и такой обескураженный, ребята, что случилось? То есть даже не за сутки, а за ночь, за вечер, ночь и утро 40 вот этих депутатов из числа 64 полностью изменили свои отношения и проголосовали против моратория. Представляете? То есть осталось 24 депутата. Им пообещали устроить охоту. Устроить охоту, не знаю, или чай там, что не обещали. Там же у нас Кыргызчылык есть, Тугануманам, Кудам и так далее. Но тем не менее лобби сильнейшее, лобби мощнейшее. Лобби очень, я понимаю, они финансово подкреплены. Почему? Потому что вот этих 40 с лишним охотничьих хозяйств практически все
аффилированы с высокопоставленными чиновниками, это мы знаем, с депутатами однозначно. Там, я говорю, кыргызчылык, там и где-то у меня есть какие-то такие вот туганские связи в этих, ну, это у всех, это Кыргызстан, это Ну, какой маленькая страна. объем международного рынка? А вот тут я по цифрам, потому что я человек, который категорически против, даже с друзьями, последние годы у меня натянутые отношения, друзья, которые активно этим занимались и любят. По цифрам нет, ну, а вот по сравнению, да, вот с Таджикистаном однозначно, там в разы превышает Ну, стоимость. в Монголии еще больше. Да, Монголия и Таджикистан. Я думаю, да, за руку не ловил, но думаю, тот поток, который там уходит в бюджет, этот финансовых средств, у нас он просто уходит в карман. По-моему, такой вот. Да, это простое Да, объяснение. да, тут просто мимо кассы, так сказать, и уходит на собственный То карман. есть на международном рынке как бы наши лицензии, как бы если брать и неофициальную часть, она в принципе не такая дешевая, как официальная. Да, 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 да. Просто там, ну, Есть разница. да. Хорошо. Спасибо вам за откровенный разговор. Было Спасибо приятно вам. вас послушать. Как Я человека тоже. непосредственно знающего. С удовольствием, ситуацию на так сказать, высказался, бугум чыгарып дегендей, да? Не часто бывает. Рахмат. местах. Да, спасибо вам. Спасибо.